Ну, вообще 1993 год – это год рождения Академии наук в нашей республике, Республика Саха. Я считаю, что это все произошло благодаря прозорливости нашего первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева, который вот как раз 20 декабря издал и этот указ о создании Академии наук. Петрова Пальмира Георгиевна, действительно член Академии наук Республики Саха-Якутия с 1996 года. Она доктор медицинских наук, профессор, врач-патофизиолог, родилась в 1944 году в Устьянском районе Якутской АССР. В 1961 году окончила Верхневилюйскую среднюю школу имени Исидора Барахова, в 1967 медицинский факультет ЕГУ и поступила в аспирантуру Первого медицинского института имени Сеченова. В 1970-м была принята ассистентом на кафедру физиологии человека медицинского факультета ЕГУ, а далее она стала старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой. С 1982 по 1993 она замдекана медицинского факультета. В 1995 году ею защищена докторская диссертация в Москве по патофизиологии. С 1996 декан, директор медицинского института. С 1999 по 2001 главный ученый-секретарь Академии наук Республики Саха-Якутия. Пальмира Георгиевна внесла существенный вклад в изучение вопросов адаптации человека к экстремальным климатогеографическим и антропогенным влияниям окружающей среды, развития методов оценки здоровья человека и методов управления экологической ситуацией. Ей создана научная школа «Эколого-физиологический механизм адаптации организма на севере». По инициативе Пальмиры Георгиевны с 2001 года впервые на северо-востоке страны открыт диссертационный совет по 4 медицинским специальностям, а также открыта клиника медицинского института СВФУ. Она член редколлегий 5 научных журналов. Пальмира Георгиевна – автор и соавтор около 400 научных работ, в том числе 14 монографий. Под ее руководством защищены 16 кандидатских и 4 докторские диссертации. Пальмира Георгиевна – заслуженный деятель науки республики, отличник здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха, заслуженный работник Высшей школы России, почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации, награждена золотой медалью Академии наук Республики Саха-Якутия, почетным знаком имени Софьи Сидоровой. Пальмира Георгиевна Петрова – почетный гражданин Верхневилюйского улуса, действительный член Российской экологической академии, Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корреспондент Сибирской академии наук Высшей школы, избиралась народным депутатом Госсобрания Илтумен Республики Саха в 2002-2008 годах. И эта Академия наук, она представляла себе в основном, представлялась как высшая научная организация, которая объединяет в нашей республике весь научный потенциал, который находился и в Северо-Восточном федеральном университете, тогда Якутском государственном университете, Якутском научном центре, ну и многих других научных таких структурах, которые были в нашей республике. И, конечно, первый состав, который был создан в 1993 году, этот состав был прекрасный, туда попали самые выдающиеся, яркие личности, которые посвятили себя науке в нашей республике. Например, я считаю, что тогда стать членом этого сообщества, это была великая честь. И вот я, например, очень рада, что в 1996 году, через 3 года после создания Академии, я тоже попала вот в это сообщество. И это, я считаю, как бы мне посчастливилось работать с такими яркими, выдающимися личностями, как Василий Васильевич Филиппов, как Владимир Петрович Ларионов, выдающиеся личности, как Василий Николаевич Иванов,
Герман Филиппович Крымский, с которым мы все продолжаем работать, Ростислав Михайлович Каменский и многие-многие другие. Конечно, это было великое счастье. И среди них вот я хочу вот сегодня вспомнить с особыми словами благодарности своего коллегу, друга, с которым я много лет вместе работала по вопросам экологии, это академика Дмитрия Дмитриевича Савинова. Он для меня был как старший брат. Он все время меня поучал. Мы с ним вместе по многим районам ездили, объездили много районов, проводили много экспедиционных исследований, руководили. И в итоге мы издали очень такую неплохую, добротную монографию по проблемам экологии Нюрбинского района, поскольку там мы работали как раз с Варварой Андреевной, нашли общий язык. Варвара Андреевна специально выделяла деньги из своего фонда районного. И мы в течение 5 лет проводили экспедиционные исследования, объездили, осмотрели буквально каждый населенный пункт Нюрбинского улуса. И на основе этого вот мы тогда издали монографию. Эта монография была издана в издательстве «Наука» в Новосибирске. И я думаю, что экологи и те, кто занимаются проблемой здоровья человека, они, наверное, эту книгу знают. И я считаю, что Дмитрий Дмитриевич очень много внес вклада как организатор. То есть я считаю, что вот в академии созданы первые институты, например, Институт прикладной экологии Севера, это фактически он был руководителем. Потом от этого института отошел Институт здоровья, тоже вот благодаря поддержке Дмитрия Дмитриевича вот эти 2 института были созданы. Очень много вложил он организационных сил в организации работы Объединенного ученого совета. Мы много лет вот там вместе работали на этом Объединенном ученом совете, который продолжает успешно и сейчас работать. И еще он, как организатор, был председателем диссертационного совета. Он создал диссертационный совет как раз по охране окружающей среды и использованию ресурсов окружающей среды. И через этот диссертационный совет были подготовлены много молодых кадров для науки. Конкретно много было подготовлено экологов, которые занимаются вот в различных структурах, и научных структурах, и государственных структурах нашей республики. И поэтому я вот слова благодарности в честь вот нашего 30-летия в первую очередь посвящаю своему другу и единомышленнику, академику Дмитрию Дмитриевичу Савинову. Сейчас очень большие задачи стоят перед наукой нашей республики. В первую очередь это развитие Арктики. И Арктика не может развиваться без развития фундаментальной и прикладной науки. И мне хотелось бы пожелать молодому поколению, чтобы для того, чтобы развивать нашу республику, вывести его вот в передовые рубежи, обязательно нужно вот молодежи заниматься наукой. И призываю всех вот в честь нашего юбилея российской науки, как раз вот молодежи на это обратить внимание. Вообще быть ученым – это надо изыскать новые технологии, внедрения в современной, настоящей науке сегодняшней. Но основная задача ученого – это еще найти, изыскать пути внедрения в будущее. То есть наука, она всегда связана с будущим. И если мы хотим развития постоянного нашей республики, если мы хотим, чтобы народ наш жил благополучно и жил качественно, то нам, конечно, надо развивать науку.
и фундаментальную, и прикладную науку. И не зря вот был учрежден праздник Дня науки, российской науки, поскольку как раз наука – это сила, дающая прогресс движению во всех сферах, и только та страна, то государство будет лидером, у которого будет развита наука. Поэтому я всех, во-первых, поздравляю с Днем российской науки и всем желаю, тем, кто занимается наукой, чтобы достигали максимального, то есть вложили максимально сил для достижения новых, успехов в том направлении, где они работают. Я считаю, что в человеческой цивилизации сыграли роль ученые независимо от того, в какой стране они были. Например, такие российские ученые, как, скажем, Ломоносов, как Циолковский, Павлов, скажем, да, Менделеев, они на мировом уровне такие открытия сделали, которым пользуется человечество и и сегодняшний день. Если рассмотреть нашу якутскую науку, то нужно сказать, что в нашей республике тоже в развитии севера огромный вклад внесли наши ученые, такие как, например, Владимир Петрович Ларионов. Мы прекрасно знаем, вклад Николая Васильевича Черского в развитие нашей науки, Никиты Гавриловича Соломонова, скажем, да, в гуманитарной науке, какова была роль, например, Коркиной Евдокии Иннокентьевны, или, скажем, в возрождении и фактически сохранении языка, какую роль сыграл якутский лингвист, ученый, например, Семен Андреевич Новгородов. Это человек, который первый якутский алфавит создал, человек, который письменность создал, первые учебники создал. И таких выдающихся личностей всегда бывает в определенные периоды развития общества. Я желаю, чтобы в нашем современном развитии нашей жизни тоже появились такие яркие личности, которые будут продвигать различные направления науки вперед. Всем успехов!